Всего в финал конкурса прошли 12 участников. Так, на суд жюри были представлены проекты: разработка интерактивной системы правовой проверки статуса земельных участков при сделках, создание цифровой лаборатории для изготовления 3D-изображения, разработка 3D-моделей для занятия арт-терапией, сенсорного развития детей с ограниченными возможностями и другие. Это работа моего однокурсника. Я немного помог. То есть можно маленькие механизмы для развития всякого делать. То есть можно цельные конструкции делать, но это у нас, так сказать, прототип. Одна из участников Эльвира Мангуш, студентка 4-го курса ТГУ, выступила с проектом разработки состава радоизолирующих материалов. В подобном конкурсе принимает участие впервые. Я хочу разработать новый материал, который будет защищать нас от воздействия радона, то есть инертного газа. Надеюсь, моя работа будет плодотворной, и другим участникам я тоже желаю всего хорошего. Каждая работа оценивается членами экспертного жюри, в составе которого и кандидат юридических наук. Главная задача экспертов заключается в том, чтобы оценить перспективы финалистов по тем критериям, которые предусмотрены в положении. Есть куда стремиться нашим молодым ученым, с учетом того, что проблематик в современном мире много, в том числе, которые были бы те решения, которые могли бы быть применены в Республике Тыва. Поэтому данный конкурс является хорошим подспорьем для развития именно навыков в научно-исследовательской работе и в навыках в презентации своих проектов для дальнейшего продвижения проектов на различных конкурсах для получения грантов, для прохождения акселерационных программ и, соответственно, для получения существенных инвестиций для реализации проекта. В России более 20 лет существует фонд содействия инновациям. В более чем 70 регионах страны конкурс проходит ежегодно, и Тыва уже 5-й год принимает участие. Из года в год проекты становятся интереснее, они сильнее становятся. Но, к сожалению, пока мы не вышли на основные цели и задачи этого проекта. То есть, если человек получил 500 тысяч, он должен постараться свой инновационный проект запатентовать, а потом желательно выйти на рынок, попробовать начать продавать, чтобы на этом зарабатывать. Ну и, соответственно, мы очень ждем будущих наших сегодня участников, что они смогут побыстрее добиться таких результатов, получат патент и начнут сами зарабатывать на своих научных разработках, инновационных разработках. Победитель программы «Умник» получит грант в размере 500 тысяч рублей. Имя победителя станет известно в феврале следующего года с учетом поданных заявок и экспертных оценок в Москве. Инна Клоян, Буян Аюн, Ангар Кюжугет, телеканал Тыва 24.